В Якутске проходит очередное пленарное заседание Илтумена. Всего в повестку включены 29 вопросов. Одним из первых рассмотрены кадровые вопросы. Так, в ходе заседания принято решение о подтверждении полномочий нового народного депутата Вячеслава Куличкина. Помимо этого, рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. Мандатная и регламентная комиссия приняли решение о прекращении полномочий народного депутата Александра Иванова в связи с его включением Минюстом России в реестр иноагентов. Кроме того, депутаты поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Поскочина. Основанием стало вступление в законную силу обвинительного приговора суда. В 2024 году был принят закон, в котором сказано то, что лицо, находящееся под иностранным влиянием, тоже не имеет права быть в составе органов публичной власти. По Иванову это решение Министерства юстиции Российской Федерации о включении его в реестр иноагентов. По депутату Поскочину он осужден по соответствующим статьям, которые тоже дают основания о его лишении депутатских полномочий. Также в рамках пленарного заседания прошел правительственный час, затронувший социальную сферу. О мерах по борьбе с бедностью в Якутии рассказал Георгий Степанов. По его словам, показатели работы проектного офиса выполнены на 72%. Среди ключевых проблем уровень и дифференциация оплаты труда, а также размер прожиточного минимума. Подчеркнута необходимость корректировки методики его расчета с учетом климатических условий и транспортной доступности региона. Также обсуждались вопросы повышения зарплат для отдельных категорий специалистов, демографическая ситуация и поддержка многодетных семей. По бедности я задал вопрос, который мне задают люди в районах республики. Он касается дифференциации оплаты труда. С учетом того, что у нас МРОТ вырос за последние годы, буквально за 3 года, на 68% в Якутии, то уровень заработной платы неквалифицированного работника, например, уборщиц, грузчиков, он приравнялся к уровню оплаты труда высокоспециализированных кадров, юристов, бухгалтеров, инженеров по медоборудованию. И я считаю, что это неправильно.